удивительный этот пришел, отваге и правде учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Конечно, рецепт вечной молодости в образе трансформируется, возможно, в некие молодежные движения ленинского комсомола. Это один из вариантов достижения, да, вечной молодости. Но, тем не менее, буквально вчера общественность республики отметила 95 лет комсомола Якутии. О том, какие мероприятия планируются в рамках празднования этой значимой очень даты, о видении работы с молодежью представителей того комсомола и нынешних общественных организаций, которые напрямую работают с молодежью. Об этом и не только сегодня в программе «Не пропусти главного». С вами я, Дмитрий Аргунов. Мы начинаем. Добрый вечер всем присутствующим, добрый вечер всем гостям, и молодым, и, скажем так, нашим аксакалам. Я очень рад видеть в нашей студии, я не побоюсь этого слова, элиту комсомола Якутии, элиту из числа тех, кто трудовой подвиг, из числа тех, кто работал напрямую с молодежью, из числа тех, кто организовывал и вкладывал свой труд в дело новых высот в молодежном движении тогда советской Якутии. И хотелось бы первый, вопрос, не вопрос, Александру Васильевичу. Все-таки легко ли было быть молодым, Александр Васильевич? Ну, молодым, с одной стороны, всегда быть сложно, но с другой стороны, молодым быть очень хорошо, поэтому молодым быть легко. И это счастье, когда ты молод. Сопоставляя молодежное движение тогда с его внушительным аппаратом, да, комсомольским, и нынешнее вот это молодежное движение, которое, фактически, кроме как от грантов, ничем, скажем так, не поддерживается. Да. Что было легко тогда и что сложно сейчас? И наоборот тоже. Вот. Ну, комсомол того времени, он был самодеятельной организацией, общественно-политической организацией. Мы говорите о большом аппарате. Да, аппарат был, но он весь основывался на тех комсомольских взносах, на иных комсомольских делах, которые совершались комсомольцами в тот период времени. Конечно, тогда существовала одна система, устройства нашего государства, которое позволяло молодому человеку быстро взрослеть, достигать каких-то высот, решать какие-то задачи. Была очень стройная система социальной защиты молодежи. Сегодня несколько иной период времени, но мы не можем сказать о том, что сегодня молодежь заорганизована. Сегодняшняя молодежь, она иная, она более свободная во своих взглядах, многообразии взглядов. Нет, может быть, той стройной системы государственной поддержки, но до взросления молодого человека так или иначе государство поддерживает. Сравнивать ту и другую эпоху довольно трудно и сложно. Безусловно, я как человек в определенном уже возрасте, сохраняя душу молодого человека, считаю, что та общественная форма, та организация, которая была комсомолом, она была более эффективной в вопросах воспитания молодежи. Юрий Степанович, вы являетесь председателем оргкомитета, который займется непосредственно мероприятием, посвященным этой знаменательной дате. Вот какие мероприятия нас ожидают, и в конце ваше видение вклада в становление государственности Якутии, комсомольского движения, молодежного движения. Давайте начнем с программы мероприятий. Хорошо, программа. Во-первых, здесь нас собралось действительно люди разного поколения. Примерно нашего поколения комсомольцев, начиная от Саши Ворошилова, заканчивая Павлом Шариным, это все одно почти поколение комсомольцев, которые работали, строили сегодняшний Якутск, Нерюнгри, УБАМ, Целинную Амгу осваивали. Это все ребята, которые на разном фронте. Виталий Андросов, например, он, может быть, там не трудился, но он прекрасный врач. Более того, вся молодежь нашего поколения его знает, боготворит как героя, который душа того поколения, которое мы слышим. Здесь многих нет, но примерно тех собрали, которые примерно
завершающего, наверное, поколения или там, скажем, максимально на высоком уровне, когда действительно комсомольское движение у нас было. И в этом году правительством республики, учитывая то, что мы все вот растем по поколениям, мы, выходцы из комсомола, сами инициировали и поддержку получили работающих и в комсомоле, и главами муниципальных образований, в разных министерствах нашего правительства, нас же много, наше поколение, был создан решением правительства нашей республики оргкомитет, который отмечает 95-летие, которое вчера свершилось. Вся республика вчера слышала, да, в интернет-ресурсах, везде мы слышали, что все, кто жил в комсомоле, кто работал в комсомоле, кто себя чувствует молодым и комсомольским задором, любой точки нашей страны, республики, но в целом они друг друга поздравляли, и мы всегда, вот вчера был вечер, такой день далекой нашей молодости, когда мы были, как Александр Александрович сказал, и молоды, и счастливы. В этом году одним из основных мероприятий, скорее всего, мы проведем вместе с Министерством молодежи нашей организации, нашей республики, общественной молодежной организацией, которая сегодня, и всей комсомольской организации, которую Зоя Васильевна до сегодняшнего времени, у нас как главный организатор всех нас собирает, в КЦ университета проведем вечер встречи поколений, сценарий готовится с большим коллективом. Это должно быть, да, связующая нить того поколения молодежи, что было, и того, что сегодня перешло. Ведь ценности человеческого общения, которые у нас были тогда, это доброе отношение друг к другу, любовь, поскольку мы были молодыми и прочими вещами. И созидательный труд везде, который чувствую, оно сегодня тоже во всех молодых ребятах, во всех молодежных организациях есть, живет и существует. 27 апреля, в День Республики, мы пройдем все. В этом году впервые мероприятие включили. Возложение цветов будет памятником комсомольцам на Комсомольской площади и большое шествие молодежи разных поколений с дворца, с площади Дружбы до площади Комсомольской. В этом году Александр Васильевич возглавляет редакционный совет. У нас выйдет еще книга. Ежегодно по юбилейным датам мы выпускаем книги. Собрались средства со всех наших ребят, которые где-то работают, спонсоров, улусные организации подключились. Тиражом где-то 1500 мы выпустим «Комсомол» разных поколений. Его нонсенс или его как бы вот новинка, или его вот основное содержание или отличие от других изданий, оно будет содержать истории комсомольских организаций всех наших районов. Районные организации все откликнулись, некоторых пришлось где-то побудить действию, некоторых найти, но в целом получилась очень интересная история. Я каждому думаю, комсомольцу, это же поколение, это наша молодость, будет интересно увидеть и себя молодыми, узнать, что это будет сделано. Вот в целом так. Кроме того, пройдет Министерство молодежи, готовит ИСЭХ молодежи АМГЕ. И получилось прямо как в АМГЕ. АМГЕ в этом году будет отмечать 35 лет освоения целины, когда первые отряды молодых ребят ехали в село. Сегодня они живут и в Мяндике, и в разных селах. Из них получились первые наши трактористы, первые, скажем, вот, водители комбайнов, комбайнеры, которые осваивали целину и давали амгинский хлеб. Вот тогда уж как бы якутский. И в этом году также юбилейную дату будут отмечать строители БАМа. Да? Екатерина вот сегодня представляет одну из тех отрядов, которые тогда работали. И мероприятие вот с Тынды строили на нашу Аям, история Аяма, она тоже героическая же. Работали молодые ребята и осваивали, они везде работаем. Вот эти все даты, когда мы их соберем в одну сводную организацию, войдут как память, связующая всех наших разных поколений молодежи в одно общее дело, нашу комфортную жизнь на территории нашей республики. Ну и мне вот как сегодня, который имеет должностное лицо, наверное, в администрации главы и правительства республики, ребятам было общественное поручение, я взял на себя ответственность для того, чтобы воедино организовать все вот это движение, для того, чтобы каждый нашел в нем себя, каждый, наверное, участвовал, и каждый еще немножко взял на себя ответственность, даже вот прийти сегодня на передачу, это раз, во-вторых, прийти на мероприятие, потом пожать друг другу руку, ну и понять, как жить дальше. Жить лучше, наверное. Юрий Степанович, все-таки вклад общественного движения советского периода в государственность, в становление государственности, он какой? Вот как его оценивать? Либо это мы подвергнем каким-либо клише, либо это... Вот вы говорили в начале передачи, что, будучи в первичке, ведь комсомол был тогда, можно сказать, не в такой степени политизирован, как мы сейчас можем представить, да, или как стараются представить. Вы распределяли и хозфонды, и премии, и так далее, и так далее. Да? То есть какая-то школа все-таки хоздеятельности, какая-то школа руководящего состава, она ведь была. Конечно, но
нельзя, наверное, здесь сидящие все согласятся, что сказать, что вот комсомол именно распределял какие-то государственные фонды, у него там в очереди стояли для того, чтобы получить какие-то материальные блага. Нет, но оно связанное было. Вот я, например, работал в комсомольской, в моей биографии больше всего секретарем комсомольской организации. Совхоза Якутский, это недалеко отсюда. Я и жену нашел в комсомоле, учась, как говорят, вот в зональной комсомольской школе Благовещенском. Я познакомился с будущей женой и поженился. И вот много раз писали, что я действительно родом из комсомола, поскольку моя семья родилась в комсомоле. Ну, что такое комсомол? Наверное, это прекрасная организационная. Это все ребята, которые руководили, секретари, это были организаторы. И до сегодняшнего момента, ну и в моей сегодня трудовой вот деятельности помогает навыки, которые я взял, организации, вообще понимание, зачем мы это делаем, чего преследуем и каким образом это сделать, для того, чтобы не для отчета и не для формальности, а для того, чтобы все, кто участвовал, получили вообще удовлетворение от этой деятельности. Школа комсомола, наверное, она проходила, должны пройти все. Я абсолютно уверен, что такая школа молодежного движения, она и сегодня есть, она востребована. Вот Саша представляет, например, профсоюзную организацию, он тоже лидер этой молодежи. Что такое комсомольцы? Их же не просто так по наследству выбирали, там Иванову, секретари, Сидоровы, нет. Это были ребята, те, которые вот из коллектива, которые есть, могли взять на себя ответственность. Ответственность выйти вперед и пойти вперед, а остальные за ним шли. Я всегда вот считаю, что и комсомол, и сегодняшнее молодое время – это жизнь поколений. Наше поколение, там были лидеры, там были люди, которые могли себя взять ответственность. Вот так и появлялись лидеры. И сегодня в этой жизни, в сегодняшней нашей жизни тоже есть такая возможность взять на себя ответственность, независимо, где работаешь. Просто она сегодня не так массово сделана, не как оформлена, как у нас же раньше была Коммунистическая партия Советского Союза, как мы вспомним, да, и комсомольская организация. Других организаций не было. Мы через это все прошли, но при этом каждый сохранил свою индивидуальность. Кто-то работал в другой стезе, кто-то, мы не стали формалистами, поскольку человек, наверное, существо такое сложное достаточно, но нацеленное на счастливую жизнь. Я думаю, что вот каждый день, да, думаешь, с этой точки зрения для нас, наверное, вот Александром Васильевичем одно поколение людей, которые вместе работали в комсомоле, сегодняшний юбилей является это прекрасной встречей поколения, которое мы прожили, и те года, которые вместе прожили, пожать друг другу руку, улыбнуться, вспомнить, да, и настроиться на такой добрый, мудрый лад, да, советов молодым. А для ребят, которые здесь с нами сидят, для них это гора, на которую они поднимаются, они, возможно, стоят еще, вот, мягко скажем, у подножия, но молодым всегда быть лучше. В этом уверены на все. Да, потому что у них все впереди, а мы там уже как бы живем, да, в этой жизни. Молодежи мы обязательно дадим слово. Мне бы хотелось просто еще раз в начале нашей передачи услышать мнение, скажем так, старейшин. И реклама, она необратима, как гибель империализма в свое время говорили. Так что реклама прямо сейчас на канале НВК Саха. И мы продолжаем наш разговор в программе «Не пропусти главное», который сегодня посвящен 95-летию комсомола Якутии. И хотелось бы еще продолжить нашу тему с представителями старшего поколения. Зоя Васильевна, значение вот общественной организации ветеранов молодежного движения. Давайте вот мы обрисуем ее. Все-таки есть ли порох еще в пороховнице? Да, потому что в этом году тоже как бы маленький, значит, юбилей, 20 лет будет. Это в 96-м году по инициативе тогдашнего первого секретаря, который работал 61-66 годы, Геннадий Михеев. И при непосредственно тогда поддержка Михаила Ильича Николаева, первого нашего президента, была вот создана такая общественная организация Совет ветеранов молодежного движения Республики Саха-Якутия. Довольно удивительно, конечно, тогдашнее время. Значит, все вот комсомольцы, которые в тот период были, свыше 100 человек, они собрались на конференцию, утвердили став 6 мая, и они начали работать. Но именно почему был создан вот этот совет общественный? Прежде всего, значит, совет и в уставе записано, и сейчас мы продолжаем эту работу. Это воспитание молодежи, патриотическое воспитание молодежи. Наши хотели передать тот опыт богатейший, который был у нас и, значит, молодому поколению. Учить их, как это можно, и сравнивать те года и нынешнее время, чтобы показать все-таки, что старшее поколение сегодня и тогда, они сегодня нужны. И как наставники молодежи своим опытом поделились бы с молодым нашим поколением. И я думаю, что тогдашний вот этот совет, и вот который я сейчас продолжаю, как бы, да, с 2011 года я
значит, возглавляю этот совет ветеранов молодежного движения. Мы основываемся на это. Я хотел спросить, вот прямо, будьте свидетелями, вернее, взаимодействуете ли вы с Самым советом? тесным образом, Да. самым тесным образом, Зоя Васильевна. Вот мы буквально 2 2 дня назад провели круглый стол в ДП-2. Вот как раз-таки Совет ветеранов, молодежь у нас присутствовала. Позавчера мы провели торжественное собрание. Тоже у нас там очень было много и ветеранов, и молодежи, и студентов. Все были. Вот Юрий Степанович Куприян в этот момент был, по-моему, на родине Степана Васильевича Васильева. Кстати говоря, и в докладе моем прозвучало, что сегодня мы должны вспоминать тех, кто начинал эту работу. А ведь его имя мы сегодня не везде слышим. А он действительно стоял у истоков и не только якутского комсомола, но и иркутского комсомола. Поэтому связь есть, и мы всегда будем работать и почитать наших уважаемых ветеранов. Я, допустим, сейчас возглавляю молодую гвардию Единой России, да, партии власти и профсоюз университета. Мы считаем, что у нас есть возможности расширить наши связи. Мы бы хотели, чтобы и вы всегда с нами встречались, с новым молодым поколением. Поэтому все еще, я думаю, у нас впереди. Прозвучало тут доклад там, и так далее, и так далее. Да? Вот я хотел, может, Александру Васильевичу, да и остальным тоже. Мне кажется, что демократия того времени, да, ведь секретари крупных комсомольских организаций — это всегда выбранная должность. Да? Тогда не было черного пиара, тогда не было каких-то там пиар-технологий и так далее. Я думаю, что та демократия была, может быть, более демократичной, чем вот... Ну, она была 100% чище. Чище. И порядочней. Да. И те отношения, которые между ребятами складывались, они были добрыми, хорошими отношениями. Я не говорю, что не было конкуренции какой-то. Были комсомольско-молодежные коллективы, где были победители, где были проигравшие, были различные конкурсы, соревнования. Но тем не менее, конечно, это в моем понимании, что это было намного порядочнее, чище, добрее и лучше для тех людей, которые участвовали вот в этом большом движении. Ну, я не осуждаю сегодняшнюю нашу действительность. Мы живем в том обществе, в котором живем, поэтому конкурентность стала значительно злее, сложнее, непонятнее для некоторых из нас. Ну, наверное, так уж сформировалось сегодняшнее общество, которое мы, с одной стороны, в нем живем, но с другой стороны, значит, думаем все-таки, как исправить эту ситуацию. Вот я хотел бы очередным нашим участникам, так получилось, что... Да, и это, кстати, факт. 3 лауреата премии Ленинского комсомола сегодня у нас в студии. Да. Но я бы хотел строителям Нерюнгри, к строителям БАМа обратиться. Да? Вот мегапроекты, мегастройки советского периода, да? И нынешнее вот освоение силы Сибири, там, нефтегазовой промышленности и так далее. Вот есть ли параллели какие-то? Мне, может, кажется иногда, что нынче просто в тренде те или иные профессии, которые хотят хорошо жить, там, ездят на крузаках, едут в нефтегаз, да? Вернее, а вы-то шли Мы-то все Извиняюсь. по доброй воле, как и говорится. по комсомольской путевке. По комсомольской, но мы просили эту комсомольскую путевку, чтобы туда поехать. Многие же самовыдвигались в это тоже. Поэтому наши ребята, многие поехали по доброй воле осваивать это. Но первыми были комсомолец Якутии отряд, а вторыми были мы, юность Якутии отряд. Поэтому на БАМе нас работало 2 отряда. Ну, и таких вот движений, которые отправляли на стройку в Мирный, да, допустим, вот везде та же Селена всегда отправляли кого-то. Но сейчас, я думаю, вот один из наших, Коля Яковлев, да, он сейчас работает вот «Сила Сибири». Ну, они делают только просеку, на остальное их уже не пускают, как говорится. Да, но опять же, вот здесь, какая-то другая конкуренция, видать. Хотя многие же с высшим образованием, по профессии получили, но сложно войти уже, вот, потому что распределяют уже не здесь, видать. Тогда же была вот организация, которая могла нас туда отправить, а здесь сейчас То есть каждый выбивается сам, как бы. Сила ключа местной организации, направляющей, руководящей, была выше. Выше. Выше была, да? Ну, мне так кажется. Александр Валентинович, ваше мнение? Ну, я что хочу сказать. Во-первых, Вы параллельно сейчас нефтегазовая как раз да, отрасль. и Да? как раз занимаемся «Силой Сибири», наша организация. Я что хочу сказать. Вот для меня комсомол связан, во-первых, с большим количеством интересных людей, с которыми я познакомился, с теми перспективами, которые были перед рабочими, перед инженерами, перед молодежью.
тот опыт, который мы получали от более старшего поколения, допустим, вот по Нерюнгри, по Нерюнгринскому разрезу, знаменитые бригадиры были Александр Голубев, Федор Золото. Вот, просто сильные, мощные люди, производственники. И нам было чему у них учиться. Допустим, наша комсомольская молодежная бригада, у нас бригадир был около 30 лет, Валерий было, когда бригаду создали, а мы все были 23-24 года. Вот, и многократные победители всесоюзных соревнований, минуглепромовских соревнований, победители республиканских соревнований. Помимо тех знаний, которые мы получали на производстве от своих старших товарищей, была огромная ответственность за порученное дело. Вот, и приятно было сознавать вот этот вот производственный рост, когда молодого мальчишку ставили, допустим, машинистом на экскаваторе. Знаменитая бригада была 14-й Марион, победители также многократные. И вот молодые ребята становились машинистами, и менялось отношение вот в процессе работы, что он, допустим, был Юрий, был Иван, вот, остановился, допустим, Петрович в 25-26 лет. Это уже, наверное, отношение рабочего класса к достижениям, к успехам. И понимание старшего поколения, что молодежи можно доверять, и доверять огромное дело. Больше Вот доверяли? Больше доверяли. И, допустим, город Нерюнгри, всем он был в республике интересен. Своей красотой, своей просто какой-то светлой аурой. Вот. А в 1986 году средний возраст жителей был 26 лет. То есть построила город Нерюнгри молодежь, вот, который до сих пор сохранился в хорошем своем виде, в своем понимании. И многие остались там. Многие жить. остались, конечно. Давайте мы примем телефонный звонок нашего телезрителя. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Ценности комсомола были построение социализма, затем коммунизма, но это история. А какие ценности у постсоветской молодежи должны быть, по вашему мнению? Какие идеалы, герои, может быть? Это Спасибо. с такой наставнической точки зрения, я так понимаю, да? Ну, все-таки, Да, у каждой молодежи должны быть какие-то вот идеалы, наставники, ориентиры. Он, наоборот, хочет, чтобы молодежь современная Да, ответила. но они хотят, что давайте, слушать хорошо. от молодежи. Если можно, я немножко отвечу. Да. Да. То, что есть замечательные традиции, которые еще при комсомоле были созданы, и на сегодняшний день тоже Якутское региональное отделение российских студенческих отрядов тоже продолжает это дело. Они и у нас на нашей территории республики тоже и строят, и занимаются. У нас есть путейные отряды, сельскохозяйственные отряды, ну, строительные отряды, конечно же. И я сама являюсь представителем педагогических отрядов. Мы работаем непосредственно с детьми, с младшим нашим поколением. И самое главное, я считаю, это преемственность наших поколений. То, что мы должны воспитывать у детей, главное, гражданско-патриотический настрой. И то есть это нужно начинать еще с малого возраста. Сегодня, конечно, мы говорим то, что молодежь это с 14 лет и до 35 лет в нашей республике, что очень хорошо. Тогда еще вот комсомол получается, образовался раньше, чем пионерская организация. Ну, то есть это получилось, потому что, значит, тогда тоже поняли то, что не только нужно молодежь как-то к чему-то, каким-то идеалам как-то подстегивать, да, то есть направлять, но и нужно начинать с детей. И поэтому вот педагогический отряд, мы непосредственно занимаемся именно воспитанием будущего поколения. Это с детьми, работаем в лагерях, со школами, тоже проводим слеты, сборы, коммунарские сборы. И все эти добрые романтические слеты мы все еще проводим, поэтому, может быть, просто по возрасту, может быть, вы не знаете, но все еще у нас продолжаются эти добрые традиции. Мне показалось, или все-таки молодое поколение больше такое, ну, подготовленные, такие бойкие ответы, чуть было не сказал, зарапортовавшиеся какие-то, да? Мне это, наверное, все-таки показалось. Но факт то, что, спасибо, Александр, что очень хорошо ответила на, чуть было, я с точки зрения педагога, может быть, смотрю, да? Я бы хотел вот к Павлу Петровичу обратиться. Павел Петрович, сельское хозяйство, вот тогдашнее значение и нынешнее, давайте вот сравним. Но я до сих пор горжусь своим наставником Винокуром
Павлом Сапроновичем, Поповым Егором Николаевичем. И в прошлые годы я от них много получил. И вот свои вот сейчас знания хочу распространять молодым фермерам, начинающим фермерам. И я вот горжусь своим тогдашние времена вот, Владимиром Африкановичем, Михаилом Готовцевым. До сих пор я с ними тесную связь держусь. И до сих пор я вот с ним, когда встречаюсь, всегда вспоминаем комсомольские года. Вот такие у нас были вот работы. Ну, трудно было работать, но я вот сейчас вспоминаю в это время самые хорошие мне воспоминания. Дуэр-рекордсмен, лауреат премии Ленинского комсомола Павел Петрович Шарин. И мы продолжим наш разговор прямо после рекламной паузы, которая опять же неизбежна, как и пришествие всеобщего человеческого счастья. Мы продолжаем программу «Не пропусти главного». Сегодняшний наш выпуск посвящен 95-летию комсомола Якутии. И я рад приветствовать всех, кто сейчас прямо присоединился к просмотру нашей программы. И мы рассмотрели трудовой подвиг, мы рассмотрели какую-то идейную основу, но не трудом единым, да, не работой в поле, не... Песня нам строить и жить помогает. Я вот давайте, Акулина Васильевна, Виталию Тимофеевичу дам слово, да? В этом плане, потом к вам перейду. Песню «Жить и строить» помогает. Конечно. Это легендарная песня. Ну, во-первых, пользуясь случаем, я бы еще раз хотел бы от себя лично и присутствующих поздравить с этим славным юбилеем ветеранов нашего комсомольского движения, которые нас все время с молодых лет нас воспитывали. Мы благодаря вот именно старшему поколению, мы сами воспитывались. Вот Павел Шарин, вот в моем понимании, это почти герой социалистического труда, мы всегда гордились. Он сказал, что он учился у Павла Сафроновича Винокурова. А я до сих пор дружу с сыном Павла Сафроновича, это католик Василий Павлович Винокуров. Это знаменитый наш хореограф, лауреат премии комсомола Якутии. Вот мы все вместе входили в Совет творческой молодежи. Юрий Васильевич Передонов, народный художник Якутии, заслуженный художник РСФСР. Егор Петрович Немохов, народный писатель Якутии. Наталья Ивановна Харлампьева, Андрей Савич Борисов. Тоже все лауреаты вот именно, да? Комсомола. Вот. И вот отрадно, что мои товарищи именно сейчас находятся именно как раз на острие, в авангарде якутской культуры и искусства. Вот, как здесь Юрий Степанович сказал, я врач, 48 лет моей сознательной жизни связана с Якутским государственным университетом и Северо-Восточным федеральным университетом. Вся жизнь моя проходит с молодежью, авангардом. Раньше вот комсомол, мы говорили, сейчас нет комсомола, но все равно университеты идут лучшие из лучших, очень сознательные, действительно люди честные, которые что-то принести в свою родную республику. И я вот смотрю вот каждый день на лекции, на практических занятиях. Молодежь очень интересная, тесная. Вот она как податлива, именно как она очень хорошо воспитывана. Если рассказать из своей истории, мы сейчас очень мало рассказываем из комсомольской жизни, из советской той эпохи. И когда как-то выпадает время, ребята сами спрашивают, они сразу загорят. Я вижу, глаза их горят, что-то хотят, что вот именно. Но с другой стороны, действительно, как сказали, время такое. Трудно им, наверное, много влияний, многопартийность наша, вот эта конкурентность, вот борьба... Технологии. Да, технологии. Это наши знаменитые. Отвлекают же? Да. Я бы пожелал оптимизма нашей молодежи. И я хочу сказать, вот то, что Акулина была делегатом 12-й Всемирной фестиваля молодежи в Москве. И вот как раз в этом фестивале прозвучала моя самая знаменитая песня «Тундра», которую я написал в 17 лет. И эту тундру танцевали вот как раз маинский ансамбль «Каталык». Давайте вот свидетельство, очевидца, скажем так, как это было. И исполнение песни, и ваше участие. Вообще фестиваль молодежи, это же событие.
Ну, в 95-м году, В 85-м. ой, в 85-м году меня в составе официальной делегации Республики Саха-Якутия избирали делегатом 12-го Всемирного фестиваля студентов и молодежи. Нас было 7 человек. Это Александр Константинович Акимов, Николай Жандармов с Нюрингери, Да. Александр Котов с Удачного, водитель, Евгений Погадаев, Томпо, Оленевод, Александр Кугаевский, это научная молодежь. Да. Сейчас у него Да, и мы были свидетелями такого грандиозного праздника. И вот как раз вот Виталий Тимофеевич говорит, и это, когда звучала вот эта песня «Тундра», мы просто так восхищались, гордились. Именно вот наша якутская песня прозвучала. И наши вот якутские дети, каталог, они вообще очень здорово танцевали. Вообще я благодарна своей судьбе. Именно я, оказывается, 15 лет, когда мне было, я стала секретарем первичной комсомольской организации. Это Черкёхская средняя школа имени Авинского. Потом освобожденным секретарем комитета комсомола работала, совхоза. Потом вот сельхозфакультета и сельхозинститута. Сейчас я работаю начальником отдела кадров в академии, сельхозакадемии, но все равно я сталкиваюсь с молодежью, со студентами. Поэтому вся моя сознательная жизнь связана вот с комсомолом. В утреннем эфире, в котором принимал участие и Тимур, и Дмитрий, мы говорили о законной молодежной политике. Вот о необходимости оной, да, вот перед лицом старших товарищей. Давайте еще раз поговорим про это. В принципе, многие из них разделяют о том, что под все должна быть подведена правовая основа. Давайте начнем с вас, Дмитрий. Ну, у нас в республике закон о молодежной политике был принят в 1998 году, если я не ошибаюсь, да, на сессии Палаты представителей парламента Якутии второго созыва. И он действительно определил такую, знаете, магистральную какую-то линию, по которой дальше наша молодежная политика в республике могла стабильно развиваться и по сей день развивается. Да. И поэтому сегодня я считаю, что созрело и вызрело, и в стране уже давным-давно пора было этот закон принять, и он должен быть. Почему его у нас нету? Почему он есть, например, в той же Беларуси или в других республиках Советского Союза? В той же Беларуси, например, не развалили комсомол и пионерию, а просто идеологию вычленили, а систему оставили. Ставили кадры, оставили базу финансовую, материально-техническую. У нас все это развалили. Все это раздробили на мелкие-мелкие организации. И вот мы здесь, представители их мелких организаций, сидим, по сути. А я все-таки завидую нашим ветеранам, потому что они жили в едином общем государстве, с общенациональной идеей, которая была стержнем в нашей стране. Мы все жили и боролись, и строили одно общество. И вот эти вот БАМ, АЯМ, это все большие проекты сегодня. Не силы Сибири, а именно вот, которые объединяли. Это люди по зову сердца ехали со всего Союза. Я считаю, что очень жаль, что мы сегодня живем не в том великом государстве, но я уверен, что мы этого государства возродим и построим. Может быть, в новом обличии, с новыми реалиями, с новыми людьми, но идея все-таки, я думаю, возродится. Товарищи законодатели, вот по поводу, опять же, закона к вам. Да, Дима вот правильно сказал. В 1998 году был принят закон о государственной молодежной политике. И вот как раз в тему я хочу сказать о том, что 22 мая будет праймерис Единой России. И я тоже выставил свою кандидатуру. Опа. Вот. И поэтому в Госдуме мы должны принять этот закон. Потому что мы считаем, что этот закон нам необходим. И этого мы должны добиться. Вот. Раньше вот я знаю, что проще было, наверное, да, вот одна организация, комсомол, там, профсоюз, и все. Да, партийная А организация. сейчас другое время. Весь спектр, другие, да? Вот, у нас сейчас есть, допустим, молодежный парламент, молодежное правительство, стройотряды, педотряды, профсоюзы, очень много организаций. Но с другой стороны это хорошо. Почему? Потому что часто молодежь, она интересная. И вот у каждого есть свои эти направления развития, хобби, да, и по этим своим вот по своим хобби там, и так далее, по своим направлениям уже могут вступить в различные общественные организации и себя развивать. Поэтому и сейчас мы неплохо живем, я считаю. Отождествляете ли вы себя с комсомолом в том понимании, вот, в котором старшее поколение себя? То есть в чистом виде это вот товарищ Шарипов может как бы себя... Я правонаследник ленинского комсомола. Да? Смотрите, тогда как бы КПСС это как бы партия власти, да? Единственная партия власти, и сейчас партия власти это Единая Россия. Поэтому сейчас молодая гвардия Единой России это как бы преемник вот комсомола, я считаю. Но сейчас-то ситуация, вот там-то незыблемость партии, да, скажем так, по-другому, да, чуть-чуть по-другому, но тем не менее мы работаем.
А сейчас как расклад? Хорошо, вот сидит представитель тех, скажем так, хобби и так далее, бизнес-направления, да, вот твое движение «Зажигай», я могу обращаться к тебе на «ты», поскольку знаю тебя вот примерно с такого возраста, да, Тимур? Как ты думаешь, нынешняя молодежь, она лучше или хуже, чем вот представители? Ну, я не сопоставляю вот так лоб-лоб, да? Ну, хуже и лучше нельзя так говорить. Да. Это все относительно, понимаете? В чем преимущество? Вот. Преимущество? Ну, я бы не сказал, что это преимущество. В WhatsApp? Все-таки раньше было две организации, и все силы уходили всего лишь на 2 направления. Сейчас нас действительно разбили на тысячи организаций по тысячам направлений. Кто-то занимается, кто-то там общественная организация молодых мам, молодых пап, водителей молодых. Там. У меня, допустим, общественная организация «Зажигай», мы пытаемся именно консолидировать субкультурные направления в республике. Это экстремальные виды спорта, это спорт, который не попал в олимпийские, да, вот, виды. Это творческие. Вот у нас такая политика, что мы хотим, чтобы человек занимался любимым делом. И таких любимых дел может быть очень много. Именно мы сейчас консолидируем 22 направления. И вот, честно говоря, я вот даже не думаю, можно ли написать такой общий закон на всю Российскую Федерацию, на Республику Саха-Якутия, чтобы он контролировал все мини-направления. Мне кажется, закона не должно быть, а вот о мерах поддержки молодежи какой-то нормативный акт должен быть. Это жилье, это самая главная проблема. Социальные аспекты, да? Да, благоустройство в муниципальных образованиях. То есть должны быть благоприятные... Образование. Образование тоже, да. Очень много таких аспектов. И мне кажется, именно вот работа по формированию поддержки даст какой-то вот толчок. У нас, вот не закончил, у нас есть Министерство по делам молодежи. А вы вот откройте интернет, посмотрите, не в каждом регионе это есть. А у нас есть. И оно работает. Да, вы сказали вначале, там есть гранты. Но гранты — это конкурс, понимаете? Это как обычно. Конкуренция. Да, это конкуренция. И у нас она очень хорошо развита. Вот лично мне кажется, что именно молодежная политика в Республике Саха-Якутия, она на уровне, на хорошем уровне. И это, видите, я не могу, вот сложно сравнивать именно ветеранское, да, молодежное движение «Комсомол» и наше. Жизнь у нас сложнее. Нам квартиры бесплатно не выдают, как раньше. И образование, скажем так, бесплатного никто не гарантирует, да, как вам. сказал. Все-таки в этом отношении вам было легче, да, товарищ Ну, старший? Вот мы говорим про закон о государственной молодежной политике, о молодежи. Ведь тогда вот эти нормативно-правовые акты, которые были приняты советской властью, они гарантировали. Но они не просто гарантировали, они при этом обязывали. Вот молодой человек, который пошел учиться в вуз, в техникум, он четко знал, что он поедет куда-то работать. И туда, куда его направят, он туда поедет. Но поехав туда, он получит соответствующую материальную поддержку, потому что он приехал на новое место работы. И через какое-то время, вы говорите, бесплатно, ну не совсем бесплатно, потрудившись в родном трудовом коллективе, опять же родной трудовой коллектив давал многим жилье. Мало кто стоял в социальных очередях, но все трудовые коллективы, они имели возможность дать своему молодому человеку жилье. И это очень большой плюс. Сегодня, до недавнего времени я в нашем правительстве занимался социальной политикой. В принципе, сегодня определенных социальных условий и в материальном смысле создано для молодежи немало. Но при этом очень мало ответственности за эти, значит, выполненные им же задачи. Вот это один из таких очень больших моментов, когда значит, нужно поднять ответственность за те гарантии и возможности, которые сегодня молодой человек получает. Мы обязательно о превратностях, скажем так, молодого возраста и всех аспектах, связанных с ними, вернемся сразу после рекламной паузы. Опять она наш настрой сбивает. И у нас жаркие споры продолжаются, легко ли быть молодым. Самые острые его моменты приходятся как раз на рекламную паузу. Вот если бы была возможность записывать вот эти моменты, потом вставлять их и выдавать, так сказать, немонтированную версию, вот это я бы обрадовался. На самом деле, все здесь сидящие из старшего поколения, это те, которые застали переломный момент, когда начали рушиться идеалы, да, когда начала преломляться система государственности в целом. Вот как вы вот это пережили? Каждый может сам за себя отвечать. Легко ли было вот так? Взять и... Все же говорят, что было сложно. Жить на самом деле сложно всем. Правильно? Но
Жить вредно. Если мы сегодня здесь встретились, на самом деле, да, и все здесь сидим, и по-другому друг другом здороваемся, разговариваем, это мы живем в одном поколении, и ценности, которые должны в человеке с рождения, независимо от национальности, независимо от возраста, это вот как бы доброе отношение к людям, это первично, когда ты родился, это все поверья, все веры, тоже вероисповедания это же говорят, или отношение, любовь, да, что такое понятие. Мы все создали семьи, мы оставили жизнь на земле. То есть мы выполнили назначение человека, независимо от того, мы были комсомольцами, сегодня не комсомольцы, но в разных поколениях, ипостасях мы получили то воспитание, которое должно прийти, наверное, с родителей, с общества, в котором живем, по-доброму относиться друг к другу, любить свою семью, создавать ее, ну и в целом дальше идти по тем ценностям, которые вот Виталий рассказывал про ценности, что такое были лауреаты комсомола. Это душа нашего поколения. Это вот здесь сидящие, ну и с Сашей мы организаторы, а остальные ребята, ну Зоя, да, тоже наверное, организатор, остальные это герои того поколения, которые создавали Советский Союз, Дима говорил, да, к которому мы должны стремиться. Да, действительно, Советский Союз это мощное государство, к которому, наверное, я абсолютно уверен. И сейчас мы заинтересованы, чтобы быть таким государством, которым считается весь мир. И вот Павел Шарин, который рассказывал, да, он не потому, что кто-то его избрал этим делегатом, он работал не просто не покладая рук, он работал так, как сейчас никто, наверное, не работает. Мы же ездили молодыми, нам показывали идеальную ферму. А мы сейчас что иногда видим, да, вот ты грант получил, и скот пахнет. Да, это не потому, что там что-то был, Павел Павлович, комсомолцем, да, потому что он относился к труду так, как никто нет. У него вот в этом ферме, который... Все коровы были посчитаны, помыты. Там, мягко скажем, вот такого идеального труда. Если бы он сейчас так работал, да, он был самым богатым фермером этого времени. Да, действительно говорю, он... А что мешает? Да, что мешает Павел Петрович стать... Как он прошел этот жизненный путь. Вот, понимаешь, мы все же говорим, вот там ребята сидят счастливые, а здесь мудрые, правильно? А они говорят, что им было легче, потому что они постарели. Нет, нам было, и нам и сейчас, и всегда, каждое утро это сложнейший элемент, который каждый из нас должен пройти в этой жизни. При этом сохранив свое «я». При этом. Важно очень. И даже несмотря на разные политические убеждения, доброта это главное, да? Но мы все вот разных поколений, разные возрасты. Я думаю, что все равно, вот как пережили, я думаю, что вот именно комсомол мне лично, во мне лично воспитал ответственность, наверное, и поэтому вот в переходной период я уже выдвинулась, допустим, меня уже назначили главой Улуса Вилюйского, и это мне очень помогло, вот именно то, что я воспитана была комсомолом. Лично я считаю, что... И поэтому даже эти сложные годы мы пережили как-то более-менее. Молодое поколение, которое сейчас ездит на «Лексусах», носит хорошие часы и так далее, все привыкли считать, что они требуют большей опеки, возможно. Ну, не в плане того, что вот ветераны комсомольского движения, да, а может быть со стороны кто-то, те же преподаватели там и так далее, и так далее. Вот что они себе, ничего не умеют, там туда-сюда и так далее. Я не верю, на самом деле, да, потому что Тимур машину, на которую он ездит, он купил сам на свои деньги. Заработал их, допустим, да? А в ваше время, вот, как Юрий Степанович говорит, на слеге была одна машина, да, это, наверное... Да, у директора совхоза, да? Ну, государственное. Да, мы, это государственно зарабатывали. Не, участников же машины не было же. Это Нет, сложный мы-то вопрос был, зарабатывали, да. на БАМе мы, допустим, откладывали деньги, чтобы купить машину. Через 3 года покупали машину. Не, разные поколения же, Да. разные. Вот, ну, говоришь, все. Вот Саша Ворошилов сидит, да, Саша работал в Нерюнгере. А в Нерюнгере же у нас город и молодой, и строила его вся страна, Саша, правильно? Мы Саша приезжали, Саша нас встречал на Ниве. Помнишь, у тебя же была Нива, который он сам молодой, но вот он делегат был, есть. Разные моменты всегда были, но при этом вот действительно все сказали, и Зоя сказала, Настя сказала, да, вот комсомол нашим здесь оставил, как бы, это понятие ответственности. Ответственности, может быть, высокопарно сказать перед народом, да, но это перед людьми. Независимо от того, ты был избран секретарем или кем, директором назначен, каждый в это время партия заставляла себя чувствовать ответственность, чтобы ты не уронил вот эту честь. Она воспитала да, так, видимо, воспитала. вот так. И мы вот переходящее поколение, наверное, вот здесь сидящим ребятам передадим то чувство ответственности. Они же тоже могут быть государственными людьми, которые, это поколение, которое будет дальше здесь жить. Они отвечают за свою жизнь, не за нас. Вот эту жизнь, которая придет, молодым держать ответ. Почему они за нас будут отвечать? Ну, я думаю, что депутат законодательного собрания, наверное, это уже какая-то доля ответственности, да, за не только, скажем так, за свое поколение, но и за всех тех, которые совершенно различные поколения, скажем, от мала до велика, да, Саша, наверное? Ну, так что ответственность, которая присуща вам, да, присуща была нам, я не думаю, что в поколении, которое представлено здесь, она
как бы в меньшей степени, поэтому не надо наговаривать на молодежь, то, что она требует какой-то гиперопеки, она вполне самостоятельна. Вот даже вот человек не соглашается с чем нужен отдельный закон, допустим, по молодежной политике, что она будет развращать и так далее. Ну, плюрализм мнений и демократия, как у нас последние годы советской власти любили говорить, и все-таки нечто объединяющее. Вот то, что мы территориально все в одном крае, тогда была Якутская АССР, сейчас Республика Саха-Якутия, да? Возраст примерно действующих лиц тогда примерно такой же был, и нынешний такой же. Я, кстати, был читателем газеты «Ленинское знамя», в котором подвиги Павла Петровича совершенно в стиле тех времен, конечно. Ну, я знал с малых лет то, что есть герой труда Павел Шарин, и гордился тем, что он мой земляк, допустим. В завершение я все-таки хотел бы сказать, дать возможность высказаться, может, какой-то там, пусть это будет немножко высокопарно, да, но дата все-таки такая. 95 лет крупнейшей, общественной организации, молодежной организации. Да. Давайте вот старшему поколению дадим и кому-нибудь из представителей. Всем хором говорим? Да, как угодно. Но мы все одно, что мы через 5 лет отметим столетие, правильно? Столетие, да. Мы к этому И должны еще готовиться. также, да, Тундра будем петь. Да. Это потому что связующая нить того, что человек должен быть человеком на самом деле. Неважно от того, что был тогда. Просто мы были молодыми в то время. Мы несли бремя тяжести комсомольской ответственности на самом деле. Сейчас ребята несут. Правда, им действительно очень разные, но они очень великие люди, кстати. Я с многими общаюсь. Вот недавно провожал ребят, которые ехали в Саха-Чата-промышленскую экспедицию. Да. Это вообще ребята скинулись, собрали деньги для того, чтобы... Я говорю, а что ж ко мне-то не обратились? Я говорю, автобус бы арендовал и сделал бы. Но они даже свозили ребят в Сургутнефтегаз, эту силу Сибири, которую ты сказал. Есть такие герои сегодняшнего поколения. Это нельзя разделять то, что было комсомольцы и прочее. Те люди, которые берут на себя ответственность, это есть лидеры, наверное, поколений. Вот поэтому вот здесь сидят ребята, которые взяли и в трудовом фронте, в организационном, а напротив нас сидят те ребята, которые сегодня формируют общественное мнение и общественную ответственность. Дима, комсомол, партию, студенческие отряды. Зажигай — это вообще такая тема, которой в комсомоле, наверное, еще и не было. Он и там зажигал бы никак. А Саша вообще несет максимальную ответственность за всех, потому что действительно партия «Единая Россия» сегодня отвечает за все, а ему как бы держать ответ среди молодого поколения, доказывать, что она еще хорошая партия, правильно, Саша? Это сложнее намного. А можно ли его сопоставить с первым секретарем Якутского обкома комсомола? Нет, конечно. Нет, да? Не, почему? Если встал, он красивый, хороший парень. Это сопоставление невозможно, потому что масштаб совершенно иной. Комсомольская организация была почти 130 тысяч человек. Это работа во всех отраслях, во всех звеньях. И комсомол не просто возраст, комсомол — моя судьба. Поэтому сегодня вот это сопоставить просто невозможно. Даже министра молодежи сопоставить с первым секретарем областного комитета это нельзя, потому что масштаб принятия решений и ответственности совершенно иной. Но Власа можно сопоставить. Он был секретарь комсомольского обкома, и министр, первый министр нашей, вот, который 25 лет создания. Почему я обращаюсь как к министру по делам он молодежи? действительно связывает поколения. Тех, которые были до нас, наше поколение, и тех, наверное, которые сегодня живут. Они же все Власа знают. Коли я знаю опыт, я им и делюсь. Я был в обкоме комсомола вторым секретарем обкома комсомола, и потом стал министром молодежи Республики Саха-Якутия. Это орган государственного управления, над тобой есть начальники, а вот комсомол — это принятие самостоятельных решений. Самое главное — ответственность перед народом. Не за кого было спрятаться, ты был ответственен. И очень коротко, Александр, давай вам дадим слово. Да, я тоже считаю, что сейчас очень много ответственных ребят, патриотов, которые готовы и работать во всех сферах деятельности народного хозяйства. И вот что я хочу сказать, да, вот хочу призвать, чтобы наше молодое поколение, молодые, да, были объединены. Нельзя, чтобы у каждого были свои конкретные интересы, да, это как бы такое может быть, но все-таки нам будет лучше, если мы будем объединены. Спасибо всем участникам нашего сегодняшнего разговора. Под конец я чувствую, что все прямо раскрылись, уже пошли свои личные мнения, очень такие... Конечно, это праздник, огромный праздник, 95 лет. И вы правы, Юрий Степанович, столетие мы встретим все достойно. Я как секретарь комсорг курса отвечаю, столетие комсомола в Якутии нужно встретить достойно, но 95, переходная фаза к этому огромному празднику, это все-таки вас всех поздравляю с 95-летием.
всех героев труда, организаторов, представителей вот преемников наших 95-летием нашего якутского комсомола. Спасибо. Спасибо.